Виктория, ты чего? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Нет. Ребят, все норм? Да, как-то у вас мрачновато. Сами понять не можем. Моя картина. Что? Ты же говорила, это на конкурс. Капец, ты так долго это рисовала, все старания коту под хвост. Самат, Вик, не стоит так сильно огорчаться. Что-то 100% решится. Ну серьезно, Вик, в любом случае это решаемо. Это ничем не поможет. Что случилось? Может, это из параллели? Точно, чтобы выиграть, он же ее соперник. Если это так, то нужны доказательства. Нельзя обвинять просто так. Нельзя оставлять Вику сейчас одну. Шелпан, сходи за ней, пожалуйста. Хорошо. А где Вика и Шелпан? Не пришли сегодня. И вправду, Айла вон одна сидит. Они обычно втроем ходят. Захожу в кабинет, Шелпан с Аялой сидят возле Вики, а она вся в слезах. А почему плакала? Сложная ситуация. Походу, картину кто-то испортил. Жестоко. Она долго ее рисовала. Конечно, столько сил и времени было потрачено. Жалко. А сейчас-то они где? Они, кажется, в туалете. Аяла, сходи за ними, что-то их толка нет. Реально, что я сижу? Очень странно, Аялы что-то давно нету. Куда пропал троица, непонятно. Да, реально. То картину магическим путем пользуются, теперь люди исчезают. Ты о чем вообще? Что за картина? Я тут услышала, что кто-то или что-то испортил картину Виктории, которую она так долго готовила на конкурс. Да, я был в кабинете в тот момент. Мистика какая-то, никто чужой не мог зайти к нам. Ага, призрак пришел и испортил все. Призрак, как жутко, я ужасно боюсь этого. Может, и правда существует? Вот, смотрите, Айла идет, сейчас к ней подойду и все узнаю. Айла, привет, а где ты ходишь? Я за апельсином ходила, а что? Я просто хотела узнать, что произошло-то в целом. Точно не могу сказать. Походу, нужно решить это все вместе. А то каждый со своей компашкой ходит, как будто в разных классах учимся. Да, ты права. Походу, это кто-то из параллели, ведь у Виктории и вправду получался отличный рисунок. Я тоже так думаю, Трюкока из школа путь не может. Верно подмечено, у нас бы так никто не сделал. Нужно с этим разобраться, и желательно скорее. Ребят, вы уже, наверное, в курсе произошедшего. Давайте все вместе поможем Виктории разобраться в случившемся. Да, конечно, мы не оставим ее в беде. Может, разделимся так же, чтобы было эффективнее? Да, так 100% что-нибудь да найдем. Тогда я с Соней и Лизой пойду в класс, посмотрю какие-нибудь зацепки. Хорошо, тогда и с Айлой проверим мастерскую. Хорошо, если Айсату схожу к охраннику, спросим, заходили кто-то подозрительный. Думаю, стоит провалить класс параллельно. Мы с Ангелиной этим займемся. Вот и разобрались. Вот и славно. Спасибо, ребят, вам за все. А я пока пойду и поищу девочек. Смотрите, это же след от ботинка. И что? Софья, давай посерьезней. Да вы чего, посмотрите на размер, он же гигантский. Вообще, да, в нашем классе у никого нет такой большой обуви. Конечно, соответственно, это кто-то из параллелей, там много крупных ребят. А вы говорите посерьезнее, дело почти раскрыла. Это да, но нужны еще зацепки. Да и как мы поймем, кто именно это мог сделать из параллелей? Ладно, ищем дальше. Чего? Что случилось? Смотрите, что это? Ужас! Неужели это и правда призрак? Так, девочки, спокойствие. Призраков не существует. Но на всякий случай пойдемте отсюда. Интересно, что за призрак мстит Виктории? Ну и что мы здесь должны найти? Ну смотри, если человек хотел испортить картину, то ему нужны материалы, они хранятся здесь. Верно подмечено, тогда давай искать. Обращай внимание на мельчайшие детали. Есть, товарищ командир.
Есть у тебя что-нибудь? У меня вообще пусто. У меня тоже по нулям. Ну тогда пошли отсюда. Самат, смотри. Это же заколка. Заколка как заколка, ничего необычного. Ты не понимаешь, это заколка Танина из параллели. Она вчера ей весь день хвасталась. Отлично, Лика, пошли покажем нашим. Айса, так, как ты думаешь, кто мог такое сделать? Вот как раз у охранника и спросим. Здравствуйте, у нас к вам есть вопрос. Что вы хотели, девочки, не видите, что я работаю? Извините за беспокойство, вы никого тут не видели подозрительного? Нет, я никого не видел, я пускаю только по пропускам. Ладно, спасибо, пойдем сюда. Этот охранник всегда такой ворчливый. И не говори. Так, Ева, надо искать зацепки. Может, что-нибудь такое, то, что выведет нас на нужный след? Я пойду искать туда. Хорошо, тогда я туда. Ева, смотри, апельсин. Есть идеи? Стоп, это же апельсиновые аллы. Давай расскажем ребятам о находке, а потом посмотрим. Пошли. Мы нашли кое-что странное, но что где-то к этому непонятно. Верно, но все же лучше, чем ничего. А у вас что, ребят, есть что-нибудь? Мы с Айлой заколку Танину нашли. Да, может, это она сделала? Зачем ей это делать? Она с Викторией хорошо общается. Кстати, о Виктории, где она и Шолпан где? Реально, будто сквозь землю провалились. И Айла вместе с ними, и охранникам мы больше ничего не узнали. Ребята, смотрите, мы нашли апельсин. Это вам ничего не напоминает? О, девочки, а где вы ходите? А мы вас везде искали. Так что насчет картины? Кто ее испортил? А, картина. Подумаешь, испортили. Значит, они не уверены в себе, боятся проиграть конкурс. Так это ж я заморала. Да? А что ты тогда ревешь? Мы же все рядом, мы можем помочь тебе. Да, конечно. Все как обычно по своим группам. Ни приветы, ни ответы. Никто не захочет мне помогать. Даже просить как-то неловко. Да, в этом ты права. Тут я полностью с тобой согласна. Девочки, я сейчас вам такое расскажу. Погоди, мы знаем, кто виновник торжества. Параллель все-таки. Да это я заляпала свою картину. Ого, я думала, уже соперники. Что ты хотела нам рассказать? А, так вот, я услышала, что все говорят о Виктории и ее картине. То есть им не все равно. И, скорее всего, они захотят тебе помочь. Да нет, мы вот только обсудили, что все своими компашками. Никто не захочет мне помогать. Не дружно у нас класс. Это да. Может, тогда попробуем нас всех сблизить? Да, я даже знаю как. А мы тут детективами устроились. Это понятно. А что насчет улик, которые нашли девочки? Мы нашли огромный след от ботинка и красную руку. Ну, тут все просто. Мнения разделились. Кто-то думает, что это параллель. Кто-то думает, что это призрак. Так, давайте им подыграем. Отлично, мне нравится идея с призраком. Давай руку. Симпатично. Натурально выглядит. И достаточно жутко. Так пойдем дальше. А след от ботинка? А, след? Это просто рабочий заходил. Окна проверял. А что насчет заколки? Мы нашли ее в мастерской. Да, Танина, я просила отнести наброски в мастерскую, не успевала дорисовать. Ну, понятно. Вот вы квест, конечно, для нас устроили. Ну это все хорошо. А что картиной будем делать? У меня есть идея, давайте поможем ее нарисовать все вместе. У меня, например, хорошо получается отображать тень. Могу это взять на себя? А я умею фрукты рисовать. Кто за? Ну что, приступим к работе?
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.